Здравствуйте, друзья! 15 марта. И у меня третья попытка выехать на рыбалку. Две попытки оказались безуспешными, потому что неделю у нас лили дожди, было очень тепло. Снег таял, дороги рухнули, которые в лес едут. Да и здесь вон, что творится, вон. Ночью сегодня вот прочистили. Вон, наворотили, еле проезд себе прочистил капками. Вчера наконец-то ударил холод, можно так сказать, минус 7 градусов было. Так что вот все упаковано. Мой ураган, даром времени не терял, вот сделал такой заезд. Теперь одному намного проще. Все, едем, друзья, едем, попробуем. Не знаю, очищена, не очищена дорога в лес. Ну, мы попробуем. Поехали. Ну, с Богом. Вчера я здесь даже на Ниве еле проползал. Еле-еле. Вечером продрали. Немного промерзла. И дорога стала более-менее. А что тут творилось? Тут полноприводные машины стояли. Не говоря уже о классике там или переднеприводной. Вон, это трактора сейчас наворотили. Это все была каша здесь, непролазная каша. Вот. Вон, смотрите, все. Вчера трактора это все раскидывали. А 3 дня просто даже не заходили на эту дорогу. Если центральные дороги кое-как были почищены, ну, нормально, центральные дороги были, можно сказать, проездные уже, то вот все эти промежуточные дороги, дворовые, был просто атас. Все, друзья, пока включаемся на лесной дороге уже. Можно было бы, конечно, с поселка ехать на урагане сразу, но это вот сегодня ночью немного присыпало снегом. Как бы здесь вот тонкий слой снега получился по обочине. А вчера я с разведкой ездил, этого ничего не было. Был голый асфальт. Камни, все такое. И вот эти 6-7 километров, которые разделяют лесную дорогу от поселка, я бы просто за эти 7 километров просто бы ушатал все корыта и все такое. До свидания, Троицко-Печорск. Вернемся сюда через 3 дня. Едем, друзья, на 3 дня, на 3 ночи. Сегодня день заезда я не считаю, дай бог добраться, чтобы все нормально доехать до землянки, обустроиться, приготовить дрова, все такое. Ну а с завтрашнего утра мы сразу уже начнем рыбачить. Завтра, послезавтра и 18-го выезд. 3 дня получается. Едем на 3 дня. Посмотрим. По прогнозу есть ночные заморозки, как бы это радует. Посмотримся, что с дорогой. Если не чищено, попробуем прорваться на машине. Если не получится, оставляем машину, едем от начала до конца на мотобуксировщике. А это очень далеко. Мы точно уже приедем по темноте. Что-то не видно, чтобы они там что-то чистили. Хотя нет, что-то вроде бы есть. Ну-ка. Да. Продрали, друзья, вроде бы. Ага. Отлично, едем. Продрали, в одну сторону продрали. А в эту я не понял, но туда трактор ушел. Вон такая вот колея, видно, нет, друзья? Вон, что бы было, если бы не прошел трактор. Вот такая глубокая колея, кто-то вот пытался ехать. Я вчера тоже до сюда доехал, глянул и понял, что с прицепом просто ехать невозможно. Ну а сейчас трактор продрал, это все промерзло.
Так что дорога есть. Друзья, и это здорово. Это значит, что если никаких форс-мажоров не будет, там на дороге никто не торчит там или еще подобное что-то, то мы до места доедем на машине, а там уже сколько, километров 25-30 может останется, а потом буксировщики, и все. Все, друзья, встречаемся в лесу. Хоть настроение немного приподнялось. 3 дня, друзья, 3 дня не мог выехать из-за того, что все дороги рухнули и они были просто нечищенные. Но как мы видим, вон лужи, ямы. Не без этого, потому что дорога растаяла вся полностью, а промерзнуть, чтобы нужны сильные морозы. Сильных морозов пока у нас нет и, наверное, уже не будет. Так что это, друзья, одна из последних рыбалок в этом сезоне. Скоро все закончится, хотя мы еще и не начинали. Все ждали клёва. Но сейчас неделю таяло, в принципе, свежая вода пошла. Посмотрим, может быть, что-нибудь да и получится. Все, встречаемся в лесу. Едем к реке. Осталось меньше, чем половина. Добрались нормально до лесной дороги. Загрузились вот так вот. Бензин, продукты, плитка, лыжи. Даже 2 бура сегодня взял, потому что я не взял сегодня ни палатку, ни печку. Буду жить в землянке. Вот. Что у нас по дороге? По дороге у нас Наст держит, но как бы не очень проваливается. Но ураган по Целяку бегает красиво, так что проблем с передвижением, если не потеплеет, не будет. Да и потеплеет, ничего с ним не будет. Я вон весной ездил с Весновки, выезжал, там вообще было, черт не знает, что творилось. Что я остановился, хочу показать вот старый волчий след. Опять же, одиночка прошелся вот по буранке. Старый волчий след. И еще в связи с потеплением, то что вот неделю лил дождь, стояло тепло, поливал каждый день, поливал ливень. Проснулись у нас в наших краях медведи, встали раньше времени на 2 месяца получается, и теперь как бы они голодные, будут бродить, уже видели на реках его, так что лучше с ними не встречаться. Вот, сейчас попьем Чайковского и поедем дальше. А вот, друзья, и форс-мажор. Еду, понимаете ли, еду почти, ну как почти, километров, наверное, 5, может быть, не доехал до реки. Обернулся, рюкзак на месте, плитка на месте, ключи на месте, а все остальное куда-то исчезло. Около 10 километров пришлось, ну примерно так, потому что я без навигатора, так вот примерно. Пришлось возвращаться. Вот они лежат, все. Как они выпали, я хрен его знает. Ни кустов, ничего нету. Просто вот на бугре, видать, подпрыгнуло. Бензин, продукты, оба бура, пешня, лыжи. Все вывалилось. А я еду. Ветер поднимается. Сильный ветер. Так что надо почаще оглядываться назад, чтобы не было вот таких бесполезных катаний. Ну что, складываем все обратно, разворачиваемся и едем дальше. У меня сегодня точно времени не останется на рыбалку. А вот, друзья, следы лося. Лосей даже, тут не один их. Пару штук точно было. Вон они. По буранке. Вон проваливает полностью. Вон. Даже буранку не держит. Вон. Вот они пытались здесь вот
Вон как глубоко они проваливались. Вон как глубоко. Потому что снег глубокий, но у них ноги еще длиннее. Но лось, я вам сейчас, друзья, скажу, это легкая добыча тех же медведей, которые проснулись раньше времени, потому что медведь не так проваливается, а лось проваливается, наст его не держит, и медведю ничего не стоит догнать этого лосятку. Что, едем дальше? Устал уже, целый день еду уже, надоело, блин, когда уже река? Ну вот, друзья, ехали, наконец-то мы приехали. Вот, земляночка. Сейчас пойдем, поздороваемся, посмотрим, что и как там. Здравствуй, земляночка. Здравствуй. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ах ты. Лужа замерзла. Опа. Так, сухие дрова есть. Береста есть. Сырые есть. Все нормально. Вроде бы как после нас, как мы последний раз здесь были с Саньком, никого не было. Так что сейчас растапливаю печку, заношу вещи, беру с собой только пилу, удочки, ледобур, емкость для воды и, может быть, еще что-нибудь да успею половить. Обратно приеду с дровами. Ну, короче, будем заниматься хозяйскими делами. В первую очередь сейчас растапливаю печку. Друзья, приехали мы на речку. И хорошо, что я не спустился, успел остановиться, как обычно спускаюсь. И то, что мы сейчас вот увидим, то, что я сейчас вам покажу, можно просто назвать двумя словами. Здравствуй, попа, Новый год. Речка-то открылась. Взял пешню. Вот. Потихоньку иду. Вот где мы ловили, река вся открыта. Это не просто, друзья, тонкий лед. А это открытая река. А еще думаю, показалось или что, вот там вот возле дерева вот эта полыня, которая... Вон. Буранка местами есть. А местами... Да какой местами? Нету. Река, друзья, открылась. Не знаю, где я буду рыбачить. Вон там вот открыто тоже. Походу мы зимнюю рыбалку на Хариуса проморгали. Пока ждали, пока будет дорога. Река открылась. Вон она вся просто открыта от берега до берега. Там, здесь вон здоровенная полыня. Там возле берега открыто. Не знаю, попробую пониже, конечно. Не знаю. Я не знаю, как мне быть. Но, по крайней мере, сейчас я возьму бур. И попробую пробуриться, посмотреть, какой толщины здесь лед. На ямке-то здесь по-любому есть, наверное. А тут уже все, не порыбачишь. Блин, нас еще держит, не держит, интересно. Нету льда. Нету льда. Одна каша. Сверху наст, а снизу одна каша. Опасно. Опасно, опасно.
Ладно, друзья, беру бур и пробую здесь буриться. Посмотрим толщину льда. Все равно надо будет воды набрать, то все. Я еще и лыжи оставил в избушке. Так бы хоть на лыжах. Ну, буду буриться, смотреть по толщине льда, если что, дальше поеду. Пробуем буриться, друзья. Так, на всякий случай курточку снимем. Случаи бывают разные. Так, там у нас открыто, туда мы уже верховья не пойдем. Здесь у нас тоже льда не было. Так, смотрим где. Смотрим толщину льда здесь. Все. Нету льда. Льда нету. А льда-то нету. Наст. Чуть-чуть совсем льда. А тут вот вообще... Все. Нету. Короче, наст. Наст и сразу вода. Блин, страшно сюда спускаться-то на буксировщике теперь. Что же делать? Как же быть? А? Фигня какая-то получается. Нету. А тут вот даже проваливается. Проваливается наст. И что-то мне страшновато стало. Ладно, проверяю эти лунки. Он тут вот провалился наст. И мне что-то жим-жим. Ну-ка. Не. Нету нигде льда, нигде нет. Короче, смотрим, проверяем эти лунки по-быстрому. И все. Валим отсюда. Так, друзья, не знаю, получится ли у меня сегодня рыбалка. Ну и завтра, конечно, тоже. Надеюсь, все-таки где-нибудь на лыжах я плесики, ямки найду, порыбачу. Но для начала все-таки за приезд надо это отметить. И надо задобрить, как говорится, рыбный бог. Петр Павел, рыбный бог, дай нам рыбки на пирог, как говорил Иван Григорьевич. И это мы сейчас сделаем. В прошлый раз на озере не задобрили. Все пошло наперекосяк. Сейчас мы это дело исправим. Так. Это, друзья, настоечка на зубровке. Это с Украины. Надя, землячка, отправила. Помните, посылка была? С Калиной мы забыли взять. Придется пробовать мне одному. Так что, Надежда, землячка, твоего напитка угостим рыбного бога. Вот так вот. И сами отведаем. Так. Посмотрим, понравится украинский напиток на зубровке рыбному богу. Рюкзак оставил в избушке, все оставил в избушке, взял с собой только чебуреки. Вот супруга испекла мне вот такие вот чебуречки. Вкусняшка.
Сейчас мы это дело быстренько попробуем. Давай, рыбный бог, не поскупись. Задобрим. Ну и сами маханем. А ничего, вкусненько. Очень даже ничего. Спасибо, Надежь. Немного еще тебе чебуречков с мясом. Мясо ушло. Так, течение у нас туда. Как раз вот сейчас эти лунки проверим. Не провалиться бы. Если нас держит, то нормально. А там местами нас не держит. Под настом льда может и не быть. Вон, где Буранка, где мы ездили еще неделю назад. С Сашкой вверх ездили туда. Сейчас все полностью открыто. Недельные дожди сделали свое дело. Ну, и пробуем. Забыл я сегодня стульчик. Обычно сначала удочки кидал, потом пробовал. Сегодня сначала задобрил. Сейчас закинем удочку. Попробуем с вишни. Тут нимфочка зеленая. Сейчас сначала просто так, без ничего. Блин, так сердце ёкает, когда проваливается. Попробуем без ничего сначала поизвращаться. Но пустую не хотят. Не будем извращаться. Нацепим сразу опарыша, даже двоих. Двух опарышей сразу. Нимфу оставлю без опарыша. А сюда красненьких нацепим. Одного нацепим насквозь, чтобы шевелился. А второй закроем жало. Вот так вот. Ну, дай нам, рыбный бог, рыбки. Сейчас посмотрим. Будет, что не будет. Быстренько сначала течение уносит под лед махом. Льда практически нету. Был бы лед, было бы не страшно. А тут наст, и сразу под ним вода. И тут еще ямка глубоко получается. Ноги не достанут по-любому дна. Купаться что-то неохота. Так, о. Вон, муха цепляется сразу за лед. Но где-то вместе с настом сантиметров 10, не больше. Здесь чуть поглубже. Трава, что ли? Не хотят. Не хотят, не хотят. Вот тут вот наст провалился, и мне что-то туда страшно идти. Могу и я провалиться. Я лучше издалека как-то так. Да. Ничего не изменилось. Свежая вода пошла, река почти открылась. А как не клевала, так и не клюет. Ну что, первый блин комом. Выключаемся, друзья, и ждем поклевок. И будем думать, что дальше делать. Возьму бур, пройдусь
вдоль буранки. Если что-то похожее на лед, рискну проехать дальше. Или на лыжах пройти завтра. Технику топить тоже неохота. Отсюда пешком замучаешься идти. Ладно, друзья, поклевок нет. Это печально. Надежда была. Надежда угасает. Но с другой стороны уже и вечер. Через часик будет темнеть. Сегодня забыл еще и телефон до кучи. Вообще без времени буду жить. Вот, друзья, и первая рыбка. Вот такой вот хорюзочек. Клюнул на вишню. И хотя первую рыбку не отпускают, ты, малыш, слишком маленький. Так что иди и зови папу, зови маму. Первый жиганчик клюнул. Васечек. Поклевку мы увидели. Запах хариуса понюхали. Если ударят морозы, может быть, нам и удастся еще немножко порыбачить. Хотя бы вот это, буранку хотя бы прихватит, может быть, лед толще будет. А там все уже. В Верховье мы сей год так и уже не поедем. Прошлый год с Саньком нам получилось там рыбки половить. Сей год ничего интересного там мы не нашли. Лед был гнилой. Лед был тонкий, вот как результат лед весь растаял. Так, что-то мне подсказывает, я здесь просто так время теряю. Надо что-то предпринимать, надо что-то думать, надо искать выход из положения. Не думал, конечно, что так быстро река откроется, но что мы видим, то видим. Так что выключаемся, друзья. Беру пешню, беру бур и иду вдоль буранки. Пробуем бурить. Короче, друзья, пошел снег, начало темнеть уже. Время уже ближе к вечеру. Поклевок. Ну, я сильно-то не искал. Вот здесь пробурил еще одну лунку крайнюю. Там вообще под нас там только сразу вот вода. Решил не рисковать. Надо искать другое место. Поедем пониже куда-нибудь. Может, там что есть. Вон, друзья, хочу показать. Нашел в хозяйственном магазине вот такую баночку. Я всегда мучился живцами, но как бы куда живцов ложить. Вон такая баночка 5-литровая. Там были 3-литровые, 2-литровые. Я взял 5-литровую. Очень удобная, вот с крышечкой. Закручивается. И вот так вот можно носить живцов. Когда тепло, конечно. И широкое горлышко. В легкую можно. Что-то рублей 100, наверное. 120, может быть, я не помню уже. Купил 2 штуки. И очень удобно воду возить. А то все ведрами. Все крышки уже на ведрах у меня полопались. Полные корыто воды, пока довезешь до избы. А так это очень удобно. Сейчас наберем воды, поедем в избушку, переночуем. И завтра с утра поедем куда-нибудь в другое место. Может быть, где-то пониже по течению, на нижнем течении или на среднем течении лед есть. Поищем там. Ну а если и там нету льда, значит в этом году рыбалку на лесной речке на хариуса придется забыть. Рисковать не стоит. Так, где-то тут. Вот она, вот она, вот она. Травинка была. Все.
Вот такая вот очень удобная баночка. Мне понравилась. Вот. 5-литровая с ручечкой. Все шикарно. Так. Наши планы на сегодняшний день. Рыбалки не получилось весь день. Заняла дорога. Ну, добрались. Правда, добрались. Честное слово, я не ожидал, что вот такая вот фигня будет, что река уже открылась, льда нет. Не будем выдвигаться куда-то на ночь глядя, искать другие места. Скоро через часик уже будет темно. Идем в землянку, отдыхаем. Утро вечера мудренее. Будет день, будет пища. А сюда мы вернемся, если, дай бог, все будет нормально, на следующий год. И надеюсь, что в следующем году рыбалка будет интереснее, чем в этом. Не унываем. Держим хвост пистолетом. Все будет. Мы, Петр Павел, рыбный бог, угостили. Я надеюсь, он тоже нас угостит. Ну а пока верховья реки. До свидания. С вами не прощаемся. Мы сюда еще приедем как-нибудь. Но не в этом сезоне. Все. Пока, верховья. Поехали пониже.
Можно и раздеваться. Готовим ужин. Привез готовую гречневую кашу, вот такую вот рассыпчатую, чтобы не надо было варить. Все готово уже. Тут есть котлетки у меня. Вон котлетки. Но котлетки я пока доставать не буду. Котлеты это дневная пища будет. А тут у меня гуляш. Нет, не гуляш. Здесь у меня картофан. А где гуляш? Где гуляш? Гуляш, наверное, у нас здесь. Помню тоже. Все готовое. Все в контейнерах. Чтобы не тратить времени, заморачиваться на приготовку пищи. На приготовление пищи. Время уже 20 минут 7. Стемнело. Раньше темнело в 5 часов уже. А сейчас уже вон. С каждым днем дни становятся длиннее, ночи короче. Так, вот такая вот у нас красота. Гуляш. Это, кстати, тоже дичь. Вот так вот с морковочкой. Все красиво, все вкусно. Так, у меня там еще есть рис. Половину съем с гречкой, половину с рисом. Вот так вот как-то. А это все выносим на улицу, чтобы не прокисло. Мне на 3 дня продуктов хватает. Сейчас приготовим, сделаем все красиво. Так. Все это дело перемешаем, поставим пока на печку. Сегодня у нас, кстати, есть газовая плита. Если что, будет долго греться на печке, можно будет подогреть на газовой плите. Пока пусть греется. Сейчас это хозяйство все на улицу и будем готовить стол. Пока мы надрали бересту, а бересту я всегда стараюсь как бы готовить, если дрова береза, то ну пусть лучше запас будет. Не всегда бывает, что береза лежит. А так вот сейчас запасу ну, очень много уже. Вот. Пока мы готовили, переоделись, туда-сюда, у нас кашка с мясом уже подогрелась. А это значит пора ужинать. Ну а какой же ужин без рыбацкого напитка? Ой, друзья, начитался я всего в комментариях. Чего только не начитался. Большинство, конечно, за, не обращаю внимания, тудым-сюдым. Да не обращаю на дурачков внимания, не обращаю. Все нормально. Как я живу, так и живу. Ничего менять не собираюсь. Еще меня в комментариях там некоторые мои друзья, ну как там, ну зрители канала, скажем так, потому что друзья бы, я не знаю, не стали такого советовать. Почему нет? Можно и посоветовать. А мое дело уже прислушаться к советам или нет. Так вот, советуют. Ты, говорит, не буду говорить канал, посмотри тот-то канал, на нем вот так-то делают, то-то, то-то. Типа, начни готовить в избушке, от этого контент у тебя будет круче, смотри, как это делают те-то, те-то.
Буду я готовить, почему нет, когда у меня продукты закончатся. И рыбу мы будем жарить, и на весновке будем уток варить и тушить, и все мы будем делать. Все мы будем делать, все мы будем готовить. Пока у меня есть еда в контейнерах, я ничего готовить не буду. Пусть кто-то делает так, я буду делать так. У меня как бы мой канал, в конце-то концов, а не чей-то. И на нем я показываю то, что делаю я. Как я это делаю. И копировать никого я не пытаюсь. К примеру, ну, все мы знаем одного рыбака с Сибири. Что, можно и сказать, Костя Водоевич. Ну, смотрю я его с 16-го года. И вот смотрю как бы сейчас других блогеров, рыбаков. Очень-очень много взяли у него фраз, слов, привычек. Это все, что он делает. Это, ну, все мы знаем. Это у него черная дыра. Теперь, ну не знаю, не большинство, но половина блогеров, наверное, черная дыра. Бонус, крупный налем. Теперь многие говорят просто бонус. Костя, без обид, но тебя просто копирует. Это, конечно, популярность, это, конечно, известность. Это твои слова, Костя, стали как бы афоризмами. Они уже вошли как бы в лексикон, рыбацкий лексикон так называемый. Но я не хочу копировать. Если я говорил трофей, значит трофей. Если я говорил лунка, а не черная дыра, я буду говорить лунка. Я не пытаюсь никого копировать. Я это есть я. И никого. Что еще там у него? Ну, хорошечно, там еще что-то. Очень много фраз, я не буду конкретизировать. И если присмотреться, очень много у нас блогеров, рыбаков начали копировать Костю. Ну, Косте слава, что теперь? Я же никого не собираюсь копировать. Я есть я, как я делаю. Рыбацкий напиток, значит рыбацкий напиток. Васек, значит Васек. Это чисто мои слова, я никого не копировал. Это как бы вышло так, в ходе рыбалок, не раз, не за два, постепенно вышло, и теперь я так говорю. Если кто-то, Янцикадан, как бы я говорю это тоже, если кто-то будет говорить мои фразы, да ради бога, мне не жалко. Просто выпьем за то, чтобы быть самим собой и никого не копировать можно. Я не хочу. Все, за это выпьем. Повторяюсь, сегодня рыбацкий напиток у нас с Украины. Надя, землячка, мне выслала вот такую настойку на зубровке. Вот трава зубровка у нас. Такой травы, к сожалению, не растет. И когда эта бутылочка закончится, у меня зубровки больше не будет. Будем пить черемуху. Еще очень много было упреков насчет музыки. Да, я согласен. Когда я рыбачил на озере, камера стояла у меня сбоку, телефон с музыкальным проигрывателем стоял здесь, я был, ну короче, телефон был ближе к камере. Вот сейчас слышно музыку? Играет телефон второй. Тот телефон я оставил дома, который сим-карты. Это так, просто будильник, проигрыватель. Вот. Он играл точно так же. Не громко, еле-еле играл. Просто он был рядом с камерой. И получилось так, что он реально орет и громче меня. Когда я монтировал, я ничего уже изменить не мог. И получилось так, как получилось. Все, теперь так делать не будем. Это, да, ошибка с моей стороны. Лучше, конечно же, вообще выключить телефон. Но, согласитесь, если бы нас было двое, я бы с кем-то говорил, я бы выключил. А так и играет, мне веселее. Очень люблю шансон.
В основном у меня все играет шансон. И еще старые песни 90-х, вот тоже бывает перемешку, там все играет. Вот. Много было упреков насчет того, что я ем. Говорю и ем, получается. Я постараюсь, конечно, этого не делать, но с другой стороны, мне же тоже кушать хочется. Ну, выпил, закусил. Я же ем, как бы, согласен. Во время съемок кушать не буду, я потом поем лучше. Все замечания я, конечно, принимаю, исправляюсь, можно так сказать. И в будущем стараюсь этого не делать. Сейчас короткая рекламная пауза, я немножко поем, друзья, а потом сделаем еще короткие включения, я еще скажу пару слов. Я, конечно, не пару слов, а еще немножко поговорим, буквально минут 5, не больше. И на этом заканчиваем. Рекламная пауза. Продолжаем. Пока вы смотрели рекламу или не смотрели, я, конечно, немного поел тут. Вон, половину сковородки уже умял. Мне стало сытно, мне стало хорошо. И хочу я вам, друзья, сказать, кстати, вот насчет этой рекламы. Так. Все, ну, где-то, наверное, год назад мне подключили монетизацию, и в моих роликах начала появляться реклама. Поначалу я вообще ничего не делал. Потом мне... То есть она была в начале ролика и в конце. Я вообще даже не знал, что можно рекламу вставлять там в середине ролика. Потом мне подсказали. И то, что в середине ролика, те рекламы устанавливаю я сам. Через сколько минут появляется реклама, тоже решаю я сам. И стараюсь как бы сильно не надоедать с этой рекламой. И в среднем у меня реклама появляется минут через 10. Если ролик длинный, то и бывает через 15 минут. Если ролик короткий, там минут 20-30, скажем, там минут через 8 появляется. Но стараюсь сильно не заморачиваться с рекламой, потому что понимаю, это надоедает. Кто-то подключает YouTube там премиум, смотрят это без рекламы, кто-то нет. Надоедает, да. И, кстати, есть реклама с возможностью пропуска, а есть такая, которую нельзя как бы пропускать. Это уже от меня, друзья, не зависит. Это уже YouTube сам вставляет рекламу такую, какую ей захотелось поставить. И насчет заработка с YouTube, мне денежка капает туда куда-то. Кстати, я еще ни разу не вводил, но она туда капает. В какой-то там виртуальный кошелек она капает. Немножко уже туда накапало, конечно. Но я вам честно говорю, я еще там не снимал, потому что я считаю, пусть лучше покапает, чтобы снять, так снять. А там еще не такая сумма, чтобы можно было снять. Как-то вот так. И чтобы там больше накапало, друзья, это не от просмотров, это не от подписчиков зависит. Вы, наверное, уже сами все знаете, понимаете, это зависит от просмотра рекламы. То есть, если человек, появилась реклама, посмотрел ее, какая-то монетка мне туда капнет. Если же он нажал пропустить, естественно, никакая монетка уже не капнет. Капает там какая-то мелочь, там, которая реклама сбоку, там, снизу, там. Просто вы смотрите ролик, а она где-то там, вот, допустим. Каждый клик тоже оплачивается. Если, допустим, вы пошли по этой рекламе, вошли туда. Так что, если вы, допустим, смотрите ролик и сильно никуда не спешите, можете попить чаю, сходить, пока реклама идет. Я, конечно, не могу просить вас об этом, но, знаете, каждая просмотренная реклама, мне копейка туда. Кошелек, виртуальный кошелек. Как-то вот так. В будущем я, конечно, когда у меня уже будут нормальные заработки, я считаю, это когда-нибудь все-таки будет. Эти деньги по-любому пойдут на развитие канала. Это пойдет на приобретение более мощного компьютера. Ну, компьютер мне не нравится, ноутбук. Потому что я
поездках. То тут, то там, в деревнях. Ноутбук мне устраивает больше. Мой слабенький уже. Я вот как соберется на ноутбук, так и сниму деньги. Буду хороший, мощный ноутбук покупать, чтобы все это дело, монтаж, все такое быстрее. А то у меня очень долго грузит, ну, подзависает уже старенький. Вот, это насчет рекламы. Так что я сильно как бы стараюсь не борзеть. Минут через 10, там, бывает через 15. Некоторые смотришь, там через 2-3 минуты каждый вставляет. Ну, я так не делаю. Это насчет рекламы. Ничего, если я еще чашечку накачу. Я думаю, никто сильно ругаться не будет. Кушать не буду, я вам обещаю. Просто выпьем. За вас, друзья. Выпьем за вас, за нас, что я все-таки смог добраться до реки. К сожалению, уже поздно. Неделю. Ну, не неделю, я, получается, после 8-го хотел с Григорьевичем сюда. Не получилось. Не получилось. Григорьевич отказался. А одному мне выехать не получилось. Если бы сегодня дорогу не почистили, и сегодня бы не получилось. Нет, я бы, конечно, выехал с самого поселка бы на буксировщике, если была бы не чищена. Это было бы долго, это было бы очень долго. Даже дольше, чем сегодня. Но я бы, конечно, доехал. Но, как мы видим, уже поздно. Мы приехали, это верхнее течение, получается, реки. Река ушла. И рыбачить здесь уже опасно. Можно ходить там, потому что сверху нас, а под нас там уже бывает местами льда-то нету. И это очень опасно, можно провалиться, можно утонуть. Тем более на технике я туда не пойду, пешком ходить это далеко. Опасно, не будем рисковать, оно того не стоит. Меня ждут дома. Так что завтра, скорее всего, мы поедем на среднее течение. Это тоже далеко. Это где-то часа, наверное, 3-4 мы. Попробую, если с утра раньше проснусь, выехать по темноте, чтобы к рассвету быть там. Может быть, там есть лед. Может быть, там получится порыбачить. Посмотрим. Здесь уже все. Здесь я уже сказал до свидания этому участку реки. И спасибо. Немножко она покормила рыбкой. Не так, конечно, как в прошлые года. Ну, покормила. За вас, друзья. Хороша дубровочка. Так, ну что, поехали дальше. Прожуй, потом говори. Как буквально сегодня еще мне такой злостный комментарий пришел. Куча там негатива. И под конец: ты сначала прожуй, а потом говори, противно слушать. И ошибка на ошибке в комментарии. Я ей, конечно, указал ей, говорю, культурно указал, что так и будем делать. А вы бы научились хотя бы грамотно писать комментарии. На что, опять же, такой кучей, чуть ли не с матами и без матов, конечно, но типа не тебе меня учить, все такое. И грубость. Ну, грубиянов я с детства не люблю. И сказал: до свидания. Не умеете общаться, а значит, не будем общаться. Вам дорога в бан. И заблокировал. Терпел ее долго. Ее, потому что там аккаунт женский, ну, женское имя там. Долго терпела. Она раз нагрубила, два нагрубила, три нагрубила. Она мне грубость, я ее с праздником 8 марта. Она мне грубость, я ее опять что-нибудь. Благодарю, допустим, за комментарий. Надоело. Не понимает она ничего, постоянно грубость, постоянно негатив. Убрал я сегодня ее, вымел я. Кстати, я человек 10 уже, наверное, точно отправил в бан. Потому что
люди конкретно уже озадачены, чтобы насрать в душу. Я этого не потерплю. Не хотите, как хотите. Слава богу, вот у меня уже больше 8000 подписчиков, которые пишут хорошие комментарии, общаемся, смотрят мой канал. И за это вам огромное, друзья, спасибо. Чуть опять кушать не стал. Сейчас выключаемся без рекламы. Я немного поем. И потом будет еще включение, еще стопочка. И потом будет чаепитие и спать. Ну что, друзья, продолжим. Я немного поел тут, не чавкал. Ничего. Я больше не буду жевать. А то многим смотрю. Не очень-то. Продолжим. А выпить это можно. Так. Друзья. Хочу выразить просто огромную благодарность Юрию Александровичу, фамилия которого начинается на букву Л. От вас я получил уже второй денежный перевод. Первый перевод был 24 февраля, второй на 8 марта. Супруга моя смеется. Это, говорит, тебе на подарок и мне на подарок, типа. Не знаю, как это было. Ну, хотя бы какой-то комментарий написали. Я действительно не знаю, откуда переводы, с какой области даже. Действительно, инкогнито получается. Юрий Александрович, напишите мне ВКонтакте или... Лучше ВКонтакте, конечно. Откуда вы, что, где, когда. Пообщаемся, поговорим. От вас я получил уже второй денежный перевод. Огромное спасибо. Это огромная, конечно, поддержка и в поездках. И так вообще. Спасибо, друг. И эту чарочку я хочу выпить за твою доброту, за твое здоровье. Долгих лет тебе. Счастья, здоровья на долгие года. Тебе и твоим близким и родным. За тебя, Юрий Александрович. Будьте здоровы. Ну, зубровочка. Тут, наверное, не меньше градусов, чем у рыбацком. Продирает. Все, хватит, наверное, сегодня. Полбутылочки выпили. Полбутылочки на завтра. Так. Что мы делаем завтра? Сейчас кушаем ужин. Пьем чай. Кидаю сырую березу в печку, в спальный мешок и в люлю. Завтра с утра, как просыпаюсь, мы, наверное, все-таки, друзья, переедем в другое место. Попробуем там. Если там нету льда и ничего не найдем, то поедем еще ниже. Получается, река начинает лед таять с верховий. Сначала открывается верховья, потом ниже, 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 ниже. И так вот потихоньку. Если честно, друзья, не ожидал, что я сегодня увижу то, что река открыта. Знал, что будут открыты перекаты, там, думаю, как-то, ну, может объехать там на лыжах тудым-сюдым. Нет, она открыта полностью. И выдра ходила, вот, следы просто свежие, я забыл вам показать, но если посмотрите ролик, видно, что везде она бегала от полыни к полыне. Это сейчас уже не надо ничего копать. Так хотелось мне попробовать на том месте, где она ела рыбу. Где были кровь, помет у выдры. Хотел попробовать там на мелкоте, там. Ну, не знаю. Да и лучше не рисковать, наверное. Если здесь все промыло, там перекаты, все такое тоже промыло.
успеем, успеем. Не стоит рисковать. Все. Как-то вот так. Планы мы построили. До лесу мы все-таки добрались. Земляночку мы протопили. Все хорошо. Я неделю жил дома. Ну ладно, 4 дня пока монтировал, тудым-сюдым. Пока отвечал на комментарии, было нормально. Отметили праздник. А вот после праздника, после 8-го уже, получается, где-то 9-го, с 10-го, сегодня уже 15-й получается. 5 дней я просто был, не знаю, как на иголках, наверное. Хочу выехать, никак проехать. Ужас. Резкое потепление, просто резкое потепление. И дожди, и ветер. Теплый ветер, дожди сделали свое дело. Снегу съело где-то полметра примерно. Везде вода, везде сырость. Встали медведи, проснулись медведи. Это очень опасно. Так что с собой ввожу теперь чехол. Хотя и нельзя. Ну, кто говорит можно. Для самозащиты типа можно возить. Не знаю. Как я знаю, был закон такой, что нахождение с оружием в угодьях является уже нарушением. Хотя я его не достаю, он у меня не за плечами, просто в чехле. А в ролике как бы оружия нигде не видно. Что у меня в чехле может быть? Да что угодно. Удочки у меня могут быть в чехле. Ну, один раз я съездил без оружия, мне этого хватило. Вой волков, все такое. А теперь и медведи проснулись. Со стволом я уже смогу постоять за себя. Медведь уже не порвет меня, как тузик грелку. А как медведь тузик. Ой, лучше, конечно, с ним не встречаться. Ладно. Что-то я заболтался. Давайте скажем до свидания. Опять первая часть. Опять доброжелатели в кавычках скажут, где это рыбалка, где все такое. Я надеюсь, рыбалка будет завтра. Я надеюсь, рыбалка будет. Ну, даже если я ничего не поймаю, это же все равно рыбалка. Для кто-то этого не понимает. Кто-то понимает это отлично. Мне в кайф. Был бы напарник, мы бы еще поговорили. Теперь я говорю с вами. И это тоже, кстати, очень хорошо. Сейчас я говорю с вами. Потом выложу этот ролик. Вы мне пишите комментарии. Я вам отвечаю. Вот такое вот у нас общение. У меня появилось очень много друзей. Вижу одни и те же фамилии в комментариях. Как бы уже запоминаю. Это Виталий Стрекалов. Сколько он с первых, наверное, дней подписан на мой канал. Постоянно комментирует. Постоянно хорошие. Много. Я не могу сейчас просто вспомнить. Очень много подписчиков, которые постоянно смотрят мой канал, постоянно комментируют. Огромное вам за это спасибо. Я все равно буду показывать то, что я показываю. Я не могу лицемерить. Я не могу показывать то, чем я не живу. Мой канал о моей жизни. О том, как я живу. Как я рыбачу. О чем я думаю. Показывать то, чего я не делаю, или не так мыслю, или показаться чем-то лучше. Нет, это я так делать не буду. Не нравится? Значит, не нравится. Кто живет так же, как я, он будет смотреть мой канал. И огромное вам за это спасибо. Я больше чем уверен, что таких, как я, большинство. И это радует. Так что на этой замечательной доброй ноте наливаю еще чарочку рыбацкого. Крайнюю на сегодня. Половиночку. Вот. Это оставим на завтра. Поднимаю за вас. За рыбаков, которые живут
примерно такой же жизнью. В избушках, землянках, в палатках, где угодно, которые не представляют жизни без рыбалки. За вас, мужики. Все получится, все будет. Ну вот и все. Мы с вами не прощаемся. Это просто конец первой части. До завтра.